Талгат Якубекович Бигельдинов. Я казах, я сын степей. Я истребитель, летчик и солдат своей страны. Все свое детство я мечтал о небе, как когда-нибудь я буду летать. Я родился в 1922 году в селе Майбалак Акмолинской области. Мое детство прошло в трудные времена. Все свое детство я жил ровно как и все. Но в 16 лет я поступил в летную школу в Балашовске, а позже я учился в Саратове. В годы войны я всегда мчался на фронт. Я хотел быть там, где жарко, и там, где сбываются судьбы. В 1943 году я был на фронте летчиком Ил-2. Это был тяжелый и надежный самолет. Мы летели очень низко под огнем зениток и огнем пуль. Я был обычным парнем из казахского аула, но когда фашисты напали на нашу родину, вопросов не было. Это был мой долг. 305 вылетов. Кёнигсберг, где мы крушили бетонные доты. Днепр, где небо кипело от зениток. Будапешт, где горели фашистские танки. И Прага, мой последний, 305-й вылет в той войне. Фашизм — это яд, разрушивший миллионы жизней. Мы сражались ради мира на нашей земле. Каждый вылет был испытанием, но мой штурмовик всегда возвращал меня домой. 9 мая 1945 года — это день, к которому мы шли целых 4 года. Победа! Кончилась война. Но память о ней останется навсегда. Это наша история, наша гордость. Я хочу, чтобы каждый помнил, мир — это самое ценное, что мы завоевали. Берегите его. Победа над фашизмом — это подвиг всех народов Советского Союза. Мы доказали, вместе мы непобедимы. Бывало Ил-2, на котором летал Талгат, возвращался весь пробитый, с пробоинами от крыльев до хвоста, но он возвращался и всегда возвращался. Однажды, когда его стрелка тяжело ранили, Талгат приземлил самолет на нейтральной полосе, чем самым, рискуя жизнью, он спас своего товарища, стрелка. За свои великие подвиги и военные действия Талгат был удостоен звания Героя Советского Союза дважды. Но хоть это и была большая честь, это также была и большая горесть, ведь слишком много друзей не вернулись. Я посмотрел справа. Мессершмитт, МР-109, атаковал меня и поворачивает. Я его в первый раз видел, этот самолет. Атаковал меня и уходит. Я наблюдаю за ним, а он сзади опять заходит и встал в вираж. Я со всей силы стал на гашетку давить, смотрю, пули попадают и задымил. И ушел вниз Мессер и сел. Я прилетел на аэродром, здесь меня встретил командир полка и спрашивает: «Вы устали, товарищ Бигельдинов?» Я говорю: «Нет». А если честно, то впервые в таком переплете ноги немножко дрожали. На следующий день утром вызывает меня командир дивизии Герой Советского Союза товарищ Каамани. Товарищ Бигельдинов, а вы вчера на каком самолете летали? На Ил-2. Это вы вчера сбили вражеский истребитель? Да, это был немецкий истребитель, я сам его видел. А вы расскажите, как вы его сбили? Я встал на виражах, и он попал под мой прицел. Я его и сбил. Знаете, товарищ Бигельдинов, вы совершили большое дело. Раньше никому из штурмовиков не удавалось сбить вражеский истребитель. Вы открыли новую тактику ведения боя. Теперь каждый штурмовик, что встречается с истребителем, обязан с ним сражаться. А вы хоть знаете, кого вы сбили? Нет, не знаю. Это был немецкий ас, на счету которого было 108 сбитых самолетов. Ас, который бомбил всю Европу. Так что за этот героический подвиг и то, что вы открыли новую тактику ведения боя, вас награждают орденом Отечественной войны второй степени. Это была моя первая награда, мой первый орден. Я вам расскажу про штурмовик Ил-2, на котором летал легендарный летчик, казахстанец, дважды Герой Советского Союза Талгат Бигельдинов. Расскажу его летно-технические характеристики, характеристики самолетов, с которыми он сражался в небе над Советским Союзом и Европой. Ил-2, который за свое бронирование был назван летающий танк, самый массовый самолет Великой Отечественной войны. Было построено 36 тысяч экземпляров. Протектировались топливные баки, двигатель, кабина пилота, что
давал ему довольно-таки высокую живучесть. В воздушных боях с истребителями Мессершмитт или скорость у Ил-2 максимальная 511 км в час, дальность полета 680 км, максимальный потолок по высоте 11 км. Нес на борту бомбы, ракеты, бетонобойные, зажигательные, фугасные. Первую свою звезду Героя Советского Союза Талгат Бигельдинов получил во время боя с немецким Мессершмитт Bf-109. Характеристики этого истребителя: скорость 600 км в час, максимальная высота 9 км, дальность полета 600 км, вооружался крупнокалиберными пулеметами и 20-мм пушками. По маневренности он, конечно же, обходил тяжелый Ил-2, но в вооружении и бронировании крайне сильно проигрывал. То же самое можно сказать про немецкий штурмовик и пикирующий бомбардировщик Юнкерс-87. Разгонялся он до 500 км в час, максимальная высота 11 км. Мог брать на борт бомбы. У Ил-2 и у Юнкерс-87 два члена экипажа, это непосредственно сам летчик и стрелок-радист, вооруженный пулеметом, чтобы отстреливаться от вражеских самолетов в задней полусфере. Юнкерс сбил Бигельдинов уже над небом Европы. С 1941 года он летал на таком вот штурмовике Ил-2 с бортовым номером 13, а уже над Европой в 1944-1945 году он летал на штурмовике Ил-2 с бортовым номером 25. В основном штурмовик 25 встречается на фотографиях вместе с Бигельдином. В Европе во время штурмовки наземных позиций, техники, а также уничтожения Юнкерс-87 Талгат Бигельдинов получает вторую звезду Советского Союза. После окончания войны уходит в гражданскую авиацию, основывает фонд ветеранов Великой Отечественной войны. После войны Талгат продолжил служить в авиации. Он учился в военно-воздушной академии, а после он вернулся в Казахстан, где работал в гражданской авиации. Там он был в комитете ветеранов и был депутатом. Он строил новую жизнь, учил молодежь и всегда говорил, что честь не в медалях, а в любви и верности своей родине.